Сегодня история брошенной бабушки в Уфе получила продолжение. На подмогу к одинокой пенсионерке приехали волонтеры, провели уборку в квартире, купили продукты. Сотрудники социальной службы, которые также выехали на место, вызвали скорую помощь и пожилую женщину госпитализировали. За развитием событий вновь следила съемочная группа телеканала БСТ. Здравствуйте, бабуль. Здравствуйте. Я вам помочь пришла. Уберусь у вас, можно? Можно. И накормлю вас. На помощь она бросилась первой, без шумихи и камер. Волонтера Алину Насырову мы застали случайно, как раз во время уборки в квартире одинокой пенсионерки. Красивая девушка, забыв о маникюре и без тени брезгливости, отмывает мочу с пола, чистит унитаз, выносит кишащее клопами постельное белье. Ничего не просит взамен и просто все время плачет. Вы зайдите, посмотрите, какие там условия. Смотрите, просто я забыла, куда я зашла. Вот она сидела в моче своих всяких этих. Я хотела пельмени сварить, они газ перекрыли, они даже холодную, горячую воду похотила. Родственники перекрыли, что не платить и не скупать ничего. Девушка приехала сюда после того, как увидела репортаж БСТ о Валентине Александровне Докаловой, пожилой женщине, которая буквально выживает в ужасных условиях. Детей и мужа у пенсионерки нет, остались лишь такие же пожилые родственники, которые навещают нечасто. Сегодня сюда приехали и сотрудники Республиканского центра социального обслуживания населения. По их словам, здесь они бывали и раньше, но родственники обещали, что будут ухаживать за бабушкой. Сестры категорически отказались, чтобы посещал социальный работник и чтобы оформить ее в дом-интернат. Они сказали, что мы не хотим, мы будем сами за ней ухаживать. Сегодня во время телефонного разговора родственники оказались более сговорчивыми. Ну а дом-интернат, если это будет не платное? Но это, конечно, будет от пенсии у нее отчисляться. От пенсии, чтобы оставалось ей заплатить за квартиру. Квартира все равно за ней остается. Квартира за ней останется. Ну, пожалуйста, конечно, будем сотрудничать. Вместе с сотрудниками соцслужбы мы вызываем скорую помощь, чтобы госпитализировать бабушку. У женщины отекают ноги, она передвигается с большим трудом. В туалет ходит под себя. Из-за этого в квартире жуткая антисанитария. Приехавшие медики измеряют давление, сахар в крови, делают ЭКГ. Валентина Александровна поначалу соглашается поехать в больницу. Вы же говорили, у вас ноги болят, вам тяжело ходить. А что делать? Ну, в больнице вас полечат немножко. Можно. Но уже через несколько минут пенсионерка забывает о своем решении, плачет и твердит, что ее обманывают. Бабуль, вы что, сейчас вас помоют. Мы с вами поедем, бабуль. Никуда я не поеду. Все хорошо будет, никто вас не обманывает, не переживайте. Лучше от симптоматики, да? Конечно. Вот сейчас мы видим, что женщину госпитализируют в 12-ю городскую больницу. Здесь ее обследуют и определится ее дальнейшая судьба. На данный момент мы поместили совместно с вами, будем говорить, нашу гражданку Валентину Александровну. Сейчас она будет находиться в стационаре, и уже будем формировать личное дело для дома-интерната, либо для психоневрологического. К этой истории сейчас подключился и совет при главе Башкортостана по правам человека. Состояние, скажем так, провалы в памяти, подозревается деменция. Мы приняли решение, если родственники откажутся от принятия опеки, значит, администрация обратится в суд о признании данной гражданки недееспособной. Ну и далее уже в судебном процессе будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая поставит все точки над «и». По словам специалистов, женщине нужен постоянный ежедневный надзор и уход. И в этом смысле дом-интернат для нее лучший выход. Редакция телеканала БСТ была поражена тем, какое огромное количество людей позвонили и написали нам с предложением помочь. Мы обязательно будем следить за судьбой Валентины Александровны и верим, что пожилой человек больше никогда не станет жертвой одиночества и равнодушия. Юлия Нигматуллина, Артур Елаев. Новости Уфа.